Она пришла, прослушала весь концерт, мы поговорили, все прочее. И мне потом сообщили, что у вас неплохие позиции. Дело в том, что она была на концерте в Москве у Доты Кутуния и ушла оттуда через 20 минут. Перевес на лицо. Была еще такая у нас Макась. Имя что не помню, но она была преподавательницей истории КПСС и была убежденной избранницей коммунизма. Она уверовала в нашу группу, она стала фанатом нашего коллектива, то есть она знала тексты, она отслеживала все наши концерты. И еще был такой момент, когда я поступал на службу по контракту в военный оркестр, в котором сейчас нахожусь, являюсь специалистом этого оркестра военного. Со мной проводилось тестирование. Вот. Ну, мы уже давно не существовали как группа, прошло много лет. Я, отвечал на вопросы, и что-то у нас это затянулось. Видимо, в этом полковнике что-то меня не устраивало, видимо, внешний вид, волосы и прочее. Он хотел докопаться до истины, он спросил, а в чем дело вообще, что эти волосы, они ведь что-то о чем-то говорят? Я говорю, вы где-то играли, я играл где гнев. Да что вы тут сидим разговариваем? Я же ваш поклонник. У меня вот записи есть, я открыл ящик, там лежали наши записи. Мелочи приятные, то есть, видите, во всех сферах жизнедеятельности, оказывается, были у нас свои поклонники. Был еще интересный момент, когда мы приехали в Ембу. Вот Олег находится здесь, сейчас только что разговаривали. У них тоже был коллектив, нас пригласили любезно посетить репетицию, мы спустились и увидели наш плакат. Это было очень приятно. И они, вот именно они-то, цитировали вот наши все песни. Мы тогда поняли, что несем что-то настоящее. Ну, еще я хотел бы вам рассказать о тех ситуациях, где проявили себя не только День гнева, а были еще другие коллективы, которые немного забыты. То есть вот существовал такой коллектив «Пресс-центр». Он базировался в Эже. Вы знаете или нет, но этот коллектив умудрился попасть на рок-фестиваль в Дании. Здесь местечко такое, Розли, где фестиваль проходил 3 дня. Ну, это своего рода Вудсток. Они не выступали. Дело в том, что там была некая формальность, нужно было просто внести сумму. Об этом им никто не сказал. Но дело не в этом. Дело в том, что приезжали к нам датчане, они у нас жили, любовались нашим бытом. То есть, талоны, сами знаете, это было конец 80-х. Все было очень интересно. Хлеб по карточкам и все такое. Тут приезжают инопланетяне, здания, виски, казаки, джинсы, все прочее. Вот. И привезли тоже определенный стиль музыки, которому они нас научили. И наши ребята попали туда. Вот у меня есть даже датская газета, сейчас я вам ее покажу. Может, вы их знаете, это Володя Морозов, Саша Липунов, Лызлов Вова. Вот этот коллектив, вот эта датская газета. Вот они находятся. Фотографии счастливые. Да. А на другой там фотографии, то есть по соседству, видите, Гарри Мур, Брайан Адамс. То есть все они там тусовались. Неплохое соседство. Да. Еще был момент, когда мы поехали, мы поехали на фестиваль, кажется, это было в 89 году, когда приехал Оззи Осборн. Скорпионс, вся эта шобла, она приехала в Москву. Это был рок против наркотиков. Не знаю, там есть некая невязка, они сами помните, наркоманы. Ну, как бы, это не помешало, тем не менее, собрать важный стадион. Вот. И помните, такой был у нас диджей Сергей Разных? Супер. Да, вот этот Супер, он как-то умудрился пролезть через эти кордоны и уже о чем-то договориться с Бонжови, самим Джоном Бонжови. То есть, когда милиция хватилась, они уже о чем-то разговаривали. То есть, уже били по рукам, и, видимо, шла речь о каком-то контракте, видимо. Вот Супера выводят со стадиона. Это немецкий журнал Штерн. Его зафиксировал. Так что наши задали жару, как бы, по всем позициям. Ну, перейдемся к музыке. Значит, я говорил про датчан. Датчане, они привезли такой стиль, который нам был неведом. Это техасский ритм-н-блюз. Стиль Рэй Воган. То есть такой блюзмен. Я хочу вам предложить послушать.
И напоследок я хочу сыграть, посвятить нашей столице песню из репертуара гитариста Гарри Мура, которого тоже уже нет. Песню эту посвящаю вообще нашему Парижу. Она, как называется, прогулки по Парижу, но я уже вижу наш Париж. Когда объявляю, я вижу наш Париж, себя гуляющий по нему. Тем более там еще поликлиники МВД у нас есть. Это не то, что мы болеем, просто мы нужно проходить диспансеризацию. Итак, прогулки по Парижу, Гарри Мур.
знаете, кто помнит 90-е и рестораны, и что с ним произошло в 90-х, когда пришли так называемые самоиграйки, драмсы, этот процесс длился почти 10 лет. Вот, Вячеслав Целинский был одним из первых, кто вновь вышел с живой гитарой на сцену, в году в 98-м, да? И нужно было видеть реакцию людей, которые привыкли уже к медийскому звучанию и максимум двум вокалистам, которые поют весь вечер. И люди начинают даже не то чтобы чувствовать, а как будто думать чуть больше. Это очень ценно, поэтому Вячеслав Целинский, спасибо большое. А даже не могли слушать, они говорили, знаете, вы поете, я работаю еще с Петей Наумовым, но он поет, ну сказать хорошо, это ничего не сказать. К нам подходили после и говорили, знаете что, мы не можем слушать. Как играете, так поешь, невозможно. А пришел даже человек надолго. Он сказал, что не играете из нашего вот такого? Я говорю, не играем. А почему? Он говорит, ну потому что много другой хорошей музыки. Например, мы сыграли Галину, он сказал, не играйте блатной больше. Спасибо большое, Вячеслав Целинский, Есть определенное ощущение, что информацию от нашего замечательного оратора мы получили очень много, поэтому я предлагаю проверить некую связь рок-поколений. Я приглашаю на эту сцену ребят, которые представляют, наверное, уже новое поколение рок-кантри, в данном случае музыкантов. Ребят, которых знаю уже очень давно, которые растут и не перестают расти. Под ваши аплодисменты группы «Своя компания». Да, но и наши замечательные аудитории напоминаю, что вы можете участвовать в нашей беседе, она, собственно, для этого и была задумана. Поэтому, если есть какие-то вопросы, и вам не лень писать их на бумажке, просто можете подойти ко мне или даже мне точно. Здравствуйте, друзья! С Днем рок-н-ролла всех! Кто к этому причастен, кто не к этому причастен, кто просто слушая рок-н-ролл, мы становимся моложе. Вот. И это здорово. Даже в таком преклонном возрасте люди, я вижу, когда у них горят глаза, у того же, у нашего Аркадьевича, когда он пришел, когда он у нас играл, вот, когда он к нам пришел, у него загорелись глаза, он ожил. Вот. Было здорово, да. Также он сегодня с нами поиграет 2 песни. Наша группа, своя компания, зародилась недавно. Она зародилась в 2009-м сначала, это еще, когда мы выступали еще во всех местах, куда нас приглашали, и с тяжелыми группами, и так, чтобы где-то высветиться, в общем. Играли зеленцы, везде, в общем. Было сначала настроено, называлась «Клин» просто. Вот. Потом она переименовалась несколько раз. Были тоже люди, приходили, уходили, в общем, было много народу с Сыктывкара, кто с нами играл. Также много музыкантов с Исиопии, даже приезжали с Германии, у нас тут с Австрии приезжал Альберт, такой вот, он здесь работал на ЛФК, и совместно он искал музыкантов, с кем бы поиграть, они сами там играли рокобили в Австрии, вот. Мы когда с ним познакомились в одном из баров нашего Сыктывкара, разговаривались, и он начал приезжать, и мы с ним начали играть. А теперь мы играем с таким составом, но состав, конечно, у нас постоянно меняется. Вот. Базика мы позвали, Базик играет олдскульный рок, вот, он играет олдскульный, так и группа называется, Настя недавно к нам пришла, бывает. Волнуюсь. Такое помещение дорога. Первая композиция называется «Блюз навсегда». Она недавно появилась. Очень такая песня. Поехали.
Играю пьян, из тебя веселый. Чувствую, повторяю слова. О, блюз, 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 ты со мной навсегда. Блюз, 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 ты старый любовь. Блюз, ты со мной навсегда. Бас-гитара играет комфортно. В зале тихо поет лишь душа. О, блюз, 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 и песни. Блюз, ты со мной навсегда. Блюз, блюз, навсегда. И как старый виски кайфует душа, такие дела. Блюз, навсегда. Словно выстрел, гитарное соло. Взорвав тишину. Блюз, 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 и свободный, и смелый. Блюз, вдохновение в тебе нахожу. Блюз, 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 и свободный, и смелый. Блюз, вдохновение нахожу. Блюз, навсегда. Навсегда. И как старый виски кайфует душа, такие дела. Блюз, навсегда.
Хочу сказать, что так случилось, что мы поем только свои песни. Вот, да, авторские песни. Вдохновляют, конечно же, блюзовые такие песни. Блюзовых мастеров, Биби Кинга, Бадди Гая. Много очень. И белых музыкантов тоже. Хочу с них выделить одну команду, очень мне нравится, она называется Derek Trax Blues Band. У них там целый оркестр, очень красиво. Вот. Также мы будем выступать в Кислороде завтра, приходите. И двухчасовой концерт будет. И хорошее настроение вам обеспечено. Какой бар Кислород? Находится за торговым центром «Северный рай». Пятерочка и Короче, бывший старый рынок. очень Вот красивое так. здание. Написано «От бар Кислород». Очень уютное заведение. Пожалуйста, милости просим. Вторая песня называется «Я болен». Болен, конечно же, грузом. Я болен грузом, подруга, спаси скорее меня. Я болен грузом, подруга, такие дела. Купи новые звуки, полюби меня. В груди бушует пламя, и сердце как мотор. В груди бушует ветер, меня уносит шторм. Под звуки ритма блюза, а ты у нас все хорошо. Включи мне Биби Кинга, включи мне Rolling Stones. Спаси меня, родная, влюбленная в рок-н-ролл. Ты не суди меня строго, пришел не для тебя. Ты не суди меня строго, я знаю, ты ждала. Мы поиграем немного на традициях. А как же блюз без ритма, а также без любви. И как же блюз без ритма, а также без любви. Теперь твоей больно, она теперь ты. Включи мне Биби Кинга, включи мне